1 октября пенсии в российских военных пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщили в Госдуме. Повышение коснется не только военнослужащих, но и сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, таможенной и фельдъегерской служб, поскольку их выплаты зависят от окладов, званий и занимаемых должностей. Также на индексацию смогут рассчитывать все бывшие сотрудники силовых структур и оборонных ведомств, включая уволенных по выслуге лет, состоянию здоровья или сокращению. В России ввели запрет на использование несертифицированных приспособлений, заменяющих детские автокресла. Теперь различные фиксаторы и адаптеры для ремней безопасности запрещены к использованию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно новым правилам, перевозить детей в автомобилях можно только с использованием сертифицированных автокресел или бустеров. Стандарты для детских удерживающих систем будут определяться техническим регламентом Таможенного союза по безопасности автотранспорта. В Госдуме предлагают пересмотреть нормативы тонирования передних боковых стекол автомобилей. Согласно действующему ГОСТу, светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Нарушение этого требования влечет штраф 500 рублей. Инициатива связана с климатическими особенностями многих регионов, где температура достигает 30-40 градусов и выше. Как отмечают в Госдуме, кроме создания невыносимой жары в салоне, прямые солнечные лучи серьезно мешают управлению автомобилем. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности. Яркое солнце вынуждает водителя отвлекаться от дороги. У человека, разгласившего свои данные мошенникам, есть золотой час, чтобы минимизировать последствия, предупредило Управление МВД по борьбе с киберпреступностью. Необходимо срочно сменить пароли и коды доступа к банковским сервисам, заблокировать карты и счета через банк, сообщить банку номер телефона злоумышленников. Это поможет остановить переводы и перевыпустить карты, а также перепривязать соцсети и мессенджеры на новый номер. В ведомстве советуют заранее соблюдать цифровую гигиену, не переходить по сомнительным ссылкам и настраивать защиту в сервисах. В Ингушетии завершился турнир СК-ИФО «Интеллектуальный МАГАЗ-2025». Организатор фестиваля интеллектуальных игр Ком молодежи совместно с интеллектуальным клубом «Клио». В этом году в состязаниях приняли участие команды из Ингушетии, Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Краснодара. Более 70 участников в составе 12 команд. В течение 2 дней участники соревновались в различных интеллектуальных дисциплинах. Своя игра, 2 стола, брейн-ринг. Победители определили по итогам всех туров. Зелимхан Бакаев забил дебютный гол за «Локомотив» в матче против Сочи. Московский клуб одержал уверенную победу со счетом 3-0 в первом туре РПЛ. Ингушский полузащитник вышел на поле во втором тайме и на 87-й минуте поразил ворота соперника, отметившись первым голом за новую команду. Великолепный момент, который исполнили наши ребята, российские Батраков и Бакаев. И вот он, Бакаев! Зелимхан забивает 3-й мяч, ближний верхний угол. Напомню, что переход 29-летнего Бакаева в «Локомотив» был официально объявлен 19 июня 2025 года. Футболист подписал 2-летний контракт и получил 7-й номер, под которым теперь выступает. Сегодня во всем мире отмечают Международный день шахмат. Праздник проводится по инициативе ЮНЕСКО с 1966 года и приурочен ко дню основания в Париже Международной шахматной федерации. Она в прошлом году отметила 100-летний юбилей. ФИДЕ – глобальная неправительственная организация, объединяющая национальные шахматные федерации всего мира. На 2025 год ее членами являются представители 201 страны. Каждый год этот праздник объединяет миллионы любителей интеллектуальной игры, независимо от их возраста, места проживания и уровня профессиональной подготовки. Ингушетия несколько лет подряд принимала международный шахматный фестиваль «Башня Согласия» с участием именитых гроссмейстеров страны и мира.